Крупный продуктовый рынок в Сунжинском районе. Прилавки ломятся от изобилия, чего здесь только нет. На днях в социальных сетях появилась информация о якобы просроченных морепродуктах. На кадрах показана рыба хек, из которой вылазит некое существо, похожее на личинку. Комментарии полились рекой. Значит, рыба давняя, лишь бы продать. У нас не работает санитарная служба, полный брак. Фу, какая гадость. Я думаю, надо воздержаться от покупки морепродуктов. Вдруг они из Китая. Опасения людей понятно при отсутствии официальной информации. Мы решили проверить фотографию, выложенную в Инстаграме, на наличие совпадений с фотографиями из интернета. Похожих снимков там не нашлось, значит фотография оригинальная и подтверждает нарушение санитарных норм торговли. Совместно с Роспотребнадзором мы выехали на тот самый рынок, чтобы убедиться в фотофакте и несоблюдении прав потребителей. Идите, пожалуйста, проверьте. Вчера товар получила. За свой товар я отвечаю. В одной из торговых точек продавщица полностью отрицала наличие какой-либо просроченной рыбы. Каждую неделю по рынку проходит санитарная служба с лабораторными работниками. Те берут товар на экспертизу и, если все хорошо, выписывают талон о качественном продукте. По крайней мере, у этой точки имелись все квиточки за последние недели. Никогда не было. Никогда. Не то, что у меня. У других даже не было такого. Это просто кто-то, кому-то надо было. Но без нарушения не обошлось. Каждая торговая точка должна иметь при себе сопроводительную документацию на реализуемую продукцию. Также должна быть сохранена и тара, где указана дата заморозки и срок хранения продукции. Это требование соблюдают не все. Роспотребнадзор уверил, что примет меры по этому поводу. Документов нет на месте, но они вообще могут быть предоставлены реализаторам. То есть будет проведено административное расследование, и в рамках административного расследования будут приняты меры. На Сунжинском рынке всего два реализатора морепродуктов. В первом случае правила содержания товара в торговом помещении соблюдены. Это обязательное морозильное хранение и наличие прилавка с морозильными отсеками. Во втором случае одно условие соблюдается, и рыба хранится в морозилках. Но вот торговые прилавки не приспособлены для поддержки минусовой температуры. Лежат просто на виду. Такой способ хранения морских продуктов может стать причиной наличия в них паразитов, и повторная заморозка там уже не поможет. В данном случае оправдываются зимним периодом времени, но это не оправдание. В любом случае продукция, тем более такого типа продукции, должна реализовываться именно с холодильного оборудования, то есть из морозильников. Она не может размораживаться и замораживаться снова, то есть она после одной разморозки должна быть употреблена в пищу. Роспотребнадзор проведет административное расследование и привлечет хозяина к ответственности. По словам Мурада Саутиева, жители должны тоже быть заинтересованы в том, чтобы не допустить на торговые прилавки просроченную продукцию. Тем, кто находит какие-то нарушения в процессе приобретения товаров, допустим, нарушения в сфере защиты прав потребителей или нарушения в относительно качества товаров, обращаться в компетентные органы. Также жители могут просто позвонить на горячую линию Роспотребнадзора. Люди должны понимать, что при каждом обращении они улучшают качество употребляемой продукции. Социальные же сети лишь способствуют панике, которая вовсе вычеркнет из рациона населения любимый морепродукт. Но проблему это не решит. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Новости 24.